Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Изнатуллина. И вот о чем сегодня в выпуске. Сегодня общественность республики простилась с легендой Наилей Гараевой. Это человек, который всю жизнь горел театром, который жил чувствами театра. Она сыграла неимоверно много ролей. Какой она останется в памяти друзей, коллег и близких? С церемонией прощания Алия Хайрудинова. Первые жертвы гололеда. Зима еще не наступила, а в казанских травмпунктах количество пациентов уже увеличилось. В основном это травма уж, конечно, это верхней конечности, нижней конечности. Подробнее в материале с Ириной Васильевой. Поиск особенных кадров. Куда попросят сходить, там помогу, тут схожу, помогу. Мне нравится. Готовы ли работодатели принимать на работу людей с ограниченными возможностями здоровья? Расскажет Искандер Гималдинов. Сегодня общественность республики проводила в последний путь народную артистку Татарстана, заслуженную артистку России, легенду татарского театра, именитого педагога Наилю Гараеву. Ее не стало на 84-м году жизни. Впервые звезду камаловской сцены провожали не в родном театре. Такова была последняя воля Наили Хакимовны, говорят ее близкие. Родные, коллеги, друзья проститься с ней пришли в мечеть Аль-Марджани. Наиля Гараева служила сцене 60 лет. За эти годы она создала более сотни ярких образов. О большой потере для национального театрального искусства. Алия Хайрудинова. Она никогда не уходила со сцены без цветов. Ее любили, ей подражали, у нее учились. Наиля Гараева была целой эпохой в татарском театральном мире. Сегодня с ней прощались. Родные, коллеги, почитатели талантов в последний раз несли актрисе Камаловского цветы. Наиле Хакимовне были подвластны любые роли. Острохарактерные и мягкие, трагичные и комедийные. И почти всегда главное. Я и мужа играл, и парня играл. Все играли вместе. Он меня театральный... Ты мой театральный муж и театральный. В общем, талантливая актриса. Когда я ее первый раз видел, она уже играла в Бренчимахакке. Она останется прекрасной актрисой, человеком прекрасным. Я же сказал, она не застывшая актриса, она была живая всегда. Так хорошо, когда вот в семье папа, мама есть, также, когда среди нас актеры такого пожилого возраста с нами вместе на сцене, нам было так уютно с ними вместе играть, жить с ними, их слушать. Это очень большая потеря. Наиля Гараева родилась в 1940 году в Казани. В 1961-м окончила театральную студию при Качаловском. После началась ее эпоха в Камаловском. Больше 60 лет она радовала зрителей своим талантом, многогранностью, народностью. Рахиля в «Первой любови», мать в спектакле «Приехала мама», Асель в «Тополек мой» в «Красной косынке», шекспировская Изабелла, чеховская Анфиса и десятки других ролей. Сегодня от имени Раисы Республики соболезнования близким передал заместитель председателя Госсовета Марат Ахметов. Конечно, это огромная потеря, огромная потеря. Человек, который одной первой ролью настолько завоевала любви всех зрителей и на всю жизнь. Лауреат премии имени Тукая. И 80-е годы еще раз повторно она доказывает, что она реально настоящая звезда татарской сцены. В 60-е годы она запомнила зрителю по роли в легендарной пьесе Хая Вахита «Первая любовь». И вот она играла там главную роль, и этот спектакль получил государственную премию имени Тукая. И вот с этих пор она держала этот высокий уровень исполнительского мастерства. Она была потрясающей актрисой. Ее все любили. Вот смотрели спектакль «Бабайлар Чуага», и Сен Моллам, все прослезились. Yok. Sizge bir tekil şıptıra.
Она преподавала в театральном, любила приезжать на родину мужа, деревню Березятнинского района, и полностью сливалась с жителями и природой. Помогала восстанавливать мечеть. Была прекрасной женой знаменитого режиссера Равката Бекчентаева. Их дело сейчас продолжает сын Фарид Бекчентаев. Это была прекрасная актриса. Мы много ездили на гастролях, были много в пути, даже вместе отдыхали. Мы ругались, спорили, дружили, опять спорили. Но всегда она у нас были теплые, дружеские отношения. Она умела создать вот эти дружеские отношения. Вот уходит целая эпоха. Эпоха. Это театральная эпоха, историческая эпоха. Пока народ будет жить, память о ней будет жить вечно. Вот она доходила до сердца. На ее спектаклях всегда плакали, всегда радовались искренне от души. Она становилась близким человеком для тысяч людей. Наиля Гараева была частым гостем и на нашем телеканале. В одном из интервью она говорила о том, что самое большое счастье – это видеть близких людей, коллег живыми и здоровыми. Я не жду новых ролей. Главное – сохранить то, что есть сейчас. Я желаю одного, чтобы артисты моей эпохи были живы, здоровы, чтобы мы могли видеться, общаться, помогать друг другу. Больше я ничего не жду. Это и есть счастье. Из мечети Аль-Марджани Наилю Гараеву проводили сотни ее поклонников. Похоронили легенду на Ново-Татарском кладбище. Алия Хайрудинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Настоящий мастер сцены, впитавший лучшие традиции татарской актерской школы. Олицетворение истории прославленного камаловского коллектива, говорится в официальном некрологе. Самобытность дарования, многогранность таланта, неубывающая с годами неутолимая жажда творчества позволили ей создать более 100 разноплановых ролей в спектаклях мировой, русской и татарской классики. Светлая память о Наиле Хакимовне навсегда сохранится в наших сердцах, говорится в некрологе, подписанном Рустамом Минихановым, Ментимером Шаймеевым, Фаридом Мухаммедшиным, Алексеем Песошиным, Азгатом Сафаровым, Маратом Ахметовым и другими официальными лицами. Этим вечером в Казани произошло смертельное ДТП. На пересечении улиц Фрунзе и Кулахметова водитель КАМАЗа сбил 2 пешеходов. 33-летняя женщина погибла на месте, 38-летнюю с переломами госпитализировали. Как установили автоинспекторы, водитель грузовика поворачивал налево и не уступил дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Помимо этого, он нарушил требования знака, который разрешает движение только прямо. По рассказу супруга погибшей, он пошел встречать жену, но на проезжей части недалеко от дома увидел ее накрытую медицинским халатом. Без мамы осталась 10-летняя дочь. Водителю 69 лет, за рулем грузовика ездит уже полвека. Согласно правилам дорожного движения, на пересечении улиц Улахметова, Фрунзе установлен дорожный знак 4.1.1 движение в прямом движении прямо. Водитель в игнорировании требования пункта 1.3 правил дорожного движения совершил поворот налево. В нарушении пункта 13.1 правил дорожного движения Российской Федерации не уступил дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть. Подробности этой трагедии о том, как из-за выезда на запрещающий сигнал светофора пострадал 3-летний ребенок, расскажут мои коллеги в программе «Вызов 112» сразу после нас. В травмпунктах республики идет рост обращений в 2 раза. Многие пациенты – жертвы гололеда. Татарстанцы на скользких тротуарах ломают тазобедренные кости и кости шейного отдела, получают вывихи лодыжки. С начала недели в ДРКБ с ушибами и вывихами после прогулки родители привезли 20 малышей. Такая картина почти во всех городах республики. Только в Нижнекамске за неделю травмы на льду получили 120 человек. С подробностями Сирина Васильева. Резида Софиуллина на улице передвигается только с тростью, тем более в такой гололед. Сегодня путь до поликлиники занял почти час вместо привычных 15 минут. Вот больше сейчас уже иду, потому что долго не могу идти. Поясница болит, стоять долго не могу. Еще и гололед. Гололед. Тяжело, конечно. Они же каждый день не чистят. Дорога до 12-й горбольницы Казани напоминает каток. Спотыкается и падает здесь каждый второй. Реагента, песка или соли не видно. Быстрее не в поликлинику попадешь, а
травматологию, из поликлиники иду. Там надо было в этот флюорографию. Туда тоже еле-еле дошла. Тут немножко посыпали, еще можно еще как-то идти. А так вообще, видать, ну то, что трактор проходит, а что толку от него? Пошли в парк Урицкого с внуком гулять. И ледяная горка, там вот прям короста. Вот там вообще ходить невозможно, не посыпано, ничего. Вот ледяная короста сплошная. Ну и улетела я. Такая же ситуация в Нижнекамске, особенно во дворах. Коммунальщики жалеют песок и не разбивают лед, жалуются жители проспекта Строителей. Из-за гололеда в травмпункты накануне обратились 20 человек. На прошлой неделе 150. Все люди выходят утром, кто в школу, кто на работу. Они все идут тут, чертыхаются, чуть не падают, скользят. То есть вот наши проблемы такие. На многих тротуарах города сейчас настоящее ледяное полотно. Это, например, улица Лечебная Авиастроительного района. Дорожка напоминает зеркало, местами оно засыпано песком. Но упасть и что-то себе сломать проще простого. Символично, что скользкая тропинка тянется прямо до дверей травмпункта. Обращение с ушибами и переломами за эту неделю стало в 2 раза больше, говорят травматологи 12-й горбольницы. Сейчас в день они принимают по 80 человек. Это люди от 35 до 60 лет. Сезон гололеда открылся, пациентов стало больше. Именно кто подскользнулся, упал на улице. Это в основном по дороге на работу, с работы. Чаще всего возле дома, возле подъезда. Чаще всего перелом, конечно, верхней конечности, так как падают на руки. Вот, и ломают в типичных местах. Вывихи, лодыжки, ушибы шейного и тазобедренного суставов. По словам врачей, большинство пострадавших получают незначительные травмы. Лишь единицы нуждаются в срочной операции. Были, конечно, случаи такие, что приходилось сразу оперировать. Обращаются к нам с травмами, мы их сразу госпитализируем в больницу и оперируем по неотложным состояниям. Все необходимое в больницу, все есть у нас. За неделю стало больше и травмированных детей. В первую детскую больницу Московского района с начала недели обратились родители 5 малышей. У 2 с переломом конечности. 14-летний мальчик ушиб коленный сустав на уличной площадке, а 10-летняя девочка прямо у подъезда сломала предплечье. Больше всего это мальчики, так как они более активные и более чаще встречаются. Возрастная группа – это среднешкольная, то есть где-то от 10 до 14 до 15 лет. Чтобы избежать травм в сезон гололеда, врачи советуют не спеша передвигаться на полусогнутых ногах и быть предельно аккуратными. Опираться полностью на всю стопу, не держать руки в карманах и обувь должна быть хорошая, качественная. Для девочек бы не рекомендовали сейчас пока на платформе, на каблучках носить, а хорошую обувь с хорошей толстой рифленой подошвой. Если все-таки поскользнулись, в момент падения важно успеть перевернуться на бок и максимально напрячь мышцы. По словам врачей, это поможет избежать переломов и ушибов в конечности. Сирина Васильева, Наиль Абдуллин, ТНВ, Казань. В Татарстане этой ночью похолодает до -14. Завтра днем синоптики обещают небольшой снег, сильную гололедицу, местами туман. Столбик термометра опустится до -7 градусов. Новый мост через Волгу на трассе М12 испытали 16 самосвалов, сообщает компания «Автодор». В рамках приемки объекта перед официальным открытием на сооружение заехали 16 большегрузов, каждый весом 30 тонн. Они постояли в разных точках моста и потом проехали с разной скоростью. Конструкция с таким весом справилась. Официальное открытие магистрали запланировано на конец этого года. Сейчас завершающий участок трассы готов на 95%. Сегодня в Татарстане день государственного флага. 32 года назад, 29 ноября 1991 года, после оживленных дискуссий, Верховный Совет утвердил в качестве нового государственного символа зелено-бело-красный стяг. Татарстанцев в соцсетях поздравил Рустам Минниханов. Ролик он сопроводил лаконичным текстом на татарском и русском языках с Днем государственного флага Республики Татарстан. Официальное поздравление жителям адресовал председатель Госсовета Фарид Мухаммедшин. Сегодня ни одно значимое событие, происходящее в республике, будь то международные встречи или официальные переговоры, спортивные и общественные мероприятия, не обходятся без татарстанского триколора. Нас, представителей разных поколений и народов, объединяет общая ответственность за судьбу Татарстана и России, за настоящее и будущее отчизны. И этот праздничный день – прекрасный повод, чтобы еще раз ощутить собственную причастность к решению масштабных задач
задач, направленных на качественные изменения в различных сферах общественной жизни, говорится в поздравлении Фарида Мухаммедшина. Всем он пожелал воплощения в жизнь задуманных планов. Сегодня на улицах Казани молодежь раздавала ленточки в цветах татарстанского флага. Рассказывали жителям историю праздника, напомнили о важности и значимости государственных символов Татарстана. Активисты «Молодой гвардии» в центре столицы устроили мини-викторину, проверяли знания основных законов республики. Отличившимся вручили Конституцию. Здесь же работала фотозона «Я люблю Татарстан». По всей республике раздали 45 тысяч ленточек. Зеленодольские перевозчики поставили ультиматум льготникам. Пенсионерам предложили выйти из автобуса или купить вместо транспортной карты проездной билет подороже. Что это, самоуправство, ПТП или законный метод? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Сегодня в рамках рабочей поездки в Москву Рустам Минниханов посетил Сеченовский университет. Это старейший медицинский вуз страны. Сейчас здесь учатся около 200 студентов из Татарстана. Рустам Минниханов посетил научно-образовательное пространство и обсудил с руководством вуза перспективы дальнейшего сотрудничества. Правительство республики встретился с профессорско-преподавательским составом и студентами. Рассказал о развитии медицинской инфраструктуры в Татарстане и о возможностях трудоустройства молодых специалистов-медиков, а также о различных мерах поддержки, в том числе по решению жилищного вопроса. В завершении визита подписали соглашение между Минздравом Татарстана и Сеченовским университетом. Врач – это призвание. Есть две профессии, на мой взгляд, такие очень авторитетные, очень нужные. Это профессия врача и профессия учителя. Сейчас в Татарстане проживают более 100 тысяч людей с ограничениями по здоровью, которые могут работать, но трудоустроились пока только 33 тысячи. Таким людям нелегко найти место работы даже при большом количестве вакансий. Возникают сложности со сбором документов, оформлением резюме. В центре «Добрая Казань» помогают тем, кто хочет вести полноценную жизнь. Здесь трудоустроили 50 казанцев с ОВЗ. Как работает проект, сегодня увидел Искандер Гималдинов. Это цех по упаковке чак-чака, одной из крупных торговых сетей республики. Здесь трудятся 7 сотрудников с ограниченными возможностями здоровья. У них особый график работы – 4 дня в неделю по 4 часа в день. Александру Ефимову 26 лет. Это его первое место работы, и он уже получил первую зарплату. Мне интересно коробки там собирать, потом куда попросят сходить, там помогу, тут схожу, помогу. Мне нравится, да. Очень сильно мне нравится с ним работать. В течение всего рабочего дня с ребятами находятся кураторы. Они помогают освоиться в коллективе, помогают в работе, дают советы. Динара Белалова – студент. Сюда ее пригласили как волонтера. У них же другой взгляд на этот мир, не как у меня. Мне интересно узнать, как они это видят, как они это работают. Мне интересно им помогать, спрашивать у них что-то. Мне интересно, как они рассказывают свои истории жизни. Александр Левичкин – помощник менеджера Ассоциации кадрового менеджмента республики. Его офис в центре «Добрая Казань», и это первая ступень его карьеры. Его основная задача – помочь таким же, как он, собрать нужные документы для трудоустройства и подготовить резюме. В будущем мечтает стать помощником мэра. Я помогаю тоже с трудоустройством. Мы также приглашаем сюда работодателей. Часто у нас бывает проект по трудоустройству из разных организаций. Мы их знакомим с безработными инвалидами. Они смотрят на них, они о себе расскажут, что они умеют делать, что они не умеют. И потом работодатели думают, кто им подойдет. Сейчас в республике 100 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья, которые могут и хотят работать. Но трудоустроена лишь 1/3. В условиях кадрового голода для многих открываются новые возможности. Работодатели тоже заинтересованы в сотрудничестве. Дали нам возможность участвовать в этом проекте. Выделили безопасные рабочие места для наших ребят. У них совершенно нет никакого темпа в работе, то есть они как могут, так и работают, выполняют простейшие задания. В данном случае это формирование упаковки для нашей продукции чак-чак. Те, кто имеет ограничения по здоровью и не может решиться найти работу, могут обратиться в центр «Добрая Казань». Здесь расскажут о вакансиях и помогут трудоустроиться. Некоторое время назад работодатели не совсем воспринимали позитивно то, что к ним придут необычные люди,
Но спустя несколько дней эксперимента, когда наши ребята выходят на работу, мы получаем обратную связь исключительно положительную о том, что это замечательные конкурентоспособные сотрудники. Сегодня для людей с ОВЗ в республике есть возможности для самореализации. Много вакансий на удаленке, работа онлайн. По сути, многие диагнозы не ограничения для полноценной жизни. Искандер Гемалдинов, Лейсан Саитова, ТНВ, Казань. Сегодня в Казанском аэропорту встретили сборную Татарстана, которая вернулась с чемпионата по профмастерству «Профессионалы». Финал прошел в Санкт-Петербурге. В таком формате и под таким названием турнир прошел впервые. За победу боролись почти 700 финалистов из 62 регионов России. Были делегации из Беларуси, Азербайджана, Вьетнама, Сирии и других стран. Татарстанцы привезли 24 медали, 6 золотых, по 9 серебряных и бронзовых. Лучшими наши ребята стали в компетенциях медицинский и социальный уход, спасательные работы, мобильная робототехника, сетевое и системное администрирование, фрезерные работы на станках ЧПУ. Напомним, в этом году стартовало новое всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству, учитывающее опыт WorldSkills. Заметно, что у участников есть огромные перспективы для профессионального и карьерного роста. Улучшил свои профессиональные навыки в таком сложном задании. Ну и, в принципе, познакомился с огромным количеством людей, наладили профессиональные связи и будем развивать их дальше. 65 конкурсантов сборной Татарстана по 40 компетенциям они завоевали 24 медали. Это большая победа. Понятно, если взять, суммировать, мы на втором месте после Москвы. Поэтому считаем, что такие хорошие, добрые традиции должны быть продолжены. Мы их продолжим. Это новое чемпионатное движение, новые правила, новые подходы, новые системы и оценки, вообще проведение соревнований. Но для нас, я считаю, что чемпионат был удачным, потому что за целый год наши сборные в целом, если посчитать все медали, это 148 медалей завоевала. Сегодня вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, полпред президентов ПФО Игорь Комаров и полпред Татарстана в России Равиль Ахмедшин осмотрели стенд нашей республики на международной выставке в форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Уже в субботу здесь пройдет День Татарстана. Гостям представят все достижения республики, ее экономический, культурный, туристический потенциал. Изюминкой станет настоящая татарская свадьба. Прямо на выставке узами брака сочетаются Самат Зиединов и Сюмбели Ибрагимова из Балтасинского района. Зрители увидят народные свадебные традиции, передачу национальных украшений от матери к дочери, смену девичьего платка на свадебный как символ начала новой жизни невесты в статусе жены. Гости также увидят подготовку к обряду жениха и исполнение праздничного танца. Он стал мировой визиткой татарского народа, но его секреты до сих пор остаются нераскрытыми. Сабантуй – главный праздник татар. Борьба кэреш, скачки, взбирание на столб и много других развлечений и традиций веками прочно ассоциируются именно с ним. Но знаем ли мы, откуда они пришли и как праздновали Сабантуй наши предки, а также какие, казалось бы, забытые традиции теперь обретают вторую жизнь? Ответы на эти вопросы мы искали в нашей традиционной рубрике «Айда Татарстан». Этим черно-белым кадрам почти 100 лет. На них тогда еще ТССР 30-х годов. На улицах праздник. Девушки в колфаках исполняют народные танцы. С ними джигиты, подпоясанные кушаками. Через несколько минут за эти пояса они возьмут уже друг друга, чтобы выяснить, кто же сильнее. Самый сильный заберет барана. Тогда, как и много сотен лет назад, это главная традиция Сабантуя. Сабантуй в переводе «праздник плуга» ежегодно отмечают после окончания весенних полевых работ у татар и башкир. Это один из главных праздников татарского народа. Впервые он был описан еще в 921 году арабским путешественником Ибн Фадланом, прибывшим в Булгар из Багдада. Уже тогда его широко отмечали в Волжской Булгарии. С древности к Сабантую готовились основательно. После того, как аксакалы определяли дату праздника, юные девушки начинали узорами расшивать рубашки, полотенца, платки. Затем готовые подарки, а также крупы, масло, яйца для праздничной каши, проходя по деревне, собирали молодежь и дети. Так эту добрую традицию исконного праздника на Всероссийском сельскохозяйственном Сабантуе этого года вспомнил и Раис Татарстана. Ведь раньше государство в этом не участвовало. Все это вот инициативная группа, собираются мужики с гармошкой, за ними дети, и мы ходили, собирали вот эти подарки.
Одна из самых зрелищных частей праздника – конные скачки. Татары на лошадях работали, с их помощью торговали, а на Сабантуе соревновались. Они всю жизнь были нами боевыми товарищами, кормильцами нашими. Еще одно обязательное состязание, всегда приковывающее внимание гостей праздника – взбирание на вертикальный гладкий столб. На самой вершине приз, обычно клетка с петухом. Это единство, это сплоченность народа, это наши, понимаете, это мы все. Ядром Сабантуя была и остается татарская борьба кырэш. Соперники борются на поясах. По правилам нужно положить другого на лопатки, сначала приподняв, возвысив его над собой. Это демонстрация одновременно и силы, и уважения к своему сопернику. Ни на что не похоже. Что-то среднее между японским сумо и вольной борьбой. Никогда не видел такого. Очень круто. Кульминацией праздника становится определение главного батыра Сабантуя. Веками именно ему вручается главный трофей – живой баран. Священное животное у предков всех тюрков. Символ батыра Сабантуя. Казанский Сабантуй не раз посещали главы разных государств и регулярно руководители нашей страны. Вот так в 2000 году Владимир Путин, поприветствовав гостей праздника на татарском, боролся на руках, победив известную спортсменку в армрестлинге. Затем по еще одной древней татарской традиции достал монетку из КТК. В 2011-м на главный республиканский Сабантуй приехал Дмитрий Медведев. Здесь он принял участие в создании подковы. Так предки татар могли готовиться к долгой дороге. Затем президент страны уже со сцены поздравил татарстанцев и отметил значимость праздника для всей России. Я всех сердечно поздравляю с Сабантуем. Это один из наиболее ярких и запоминающихся праздников вообще в нашей стране. Проходят годы, и именно Сабантуй остается главной визиткой всего татарского мира. Но, будучи известным далеко за пределами России, хранит столько секретов, что до конца они так и не раскрыты даже татарским народом. Рамиль Шайдуллин, ТНВ, Татарстан. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Наилем Дзихате. До встречи. Здравствуйте! Исянмесис. В Татарстане в предстоящие сутки погода будет довольно комфортной и устойчивой. Подробнее через пару секунд. Вамин – производитель сыров и сливочного масла с многолетним опытом и любовью к вам. Продукция изготовлена из отборного молока по традиционной рецептуре на современном оборудовании. Вамин – натуральные, вкусные и полезные продукты в каждый дом. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Кукмаре, Арске и Балтаси облачно. Пройдет небольшой снег. Температура днем от -5 до -10. Ночью до 9 градусов мороза. В Буинске, Тетюшах и Кайбицах также пройдет небольшой снег. Будет облачно. Днем около -3. Ночью также до 3 градусов мороза. В Аксубаево, Новошишминске и Чистополе ожидается облачность, снег. И днем и ночью температура составит от 4 до 5 градусов мороза. В набережных Челнах, Агрызе и Сарманово облачно. Пройдет снег. Днем -9, ночью до -13. В Альметьевске, Бугульме и Бавлах ожидается пасмурная погода. Местами снег. И днем и ночью до -8. Похожая погода ожидается и в туристических городах нашей республики. В Свияжске облачно, временами снег, температура и днем, и ночью 3 градуса мороза. В Болгаре тоже и в дневное, и в ночное время одинаковая температура, около 2 градусов ниже 0. В Елабуге осадки в виде снега, здесь чуть холоднее, днем 9, ночью 10 градусов мороза. В столице Татарстана в предстоящие сутки временами пройдет снег. Температура не будет отличаться ни в светлое, ни в темное время суток. Она составит около 3 градусов мороза. Давление чуть выше нормы – 758 мм ртутного столба. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью более 4 метров в секунду. Влажность 86%. Магнитное поле Земли неустойчивое. На этом все о погоде. До встречи!